Киеве активисты требовали от России найти Эрвина Ибрагимова и других пропавших на полуострове людей. Акцию провели под стенами российского посольства. Члена Координационного комитета Всемирного конгресса крымских татар Эрвина Ибрагимова похитили 25 мая люди в форме российского ДПС. С тех пор о нем ничего не известно. Где Эрвин? С такими плакатами и крымско-татарскими флагами в руках активисты выстраиваются вдоль забора российского посольства. Они хотят напомнить о массовом исчезновении людей на полуострове после оккупации. С марта 14-го в Крыму пропало и было похищено 15 человек. Первым был Ришат Аметов. Его увели с главной Симферопольской площади, а потом нашли убитым. Это система запугивания, потому что, с одной стороны, большинство, конечно же, людей – это крымские татары, которые исчезают с территории Крыма. К примеру, из 15 человек 13 человек являются крымскими татарами, 12 человек, которые крымскими татарами являются. Это запугивание людей, это выдавливание людей с полуострова, для того, чтобы никто другой молчал, чтобы просто їх запугати. На зараз в Криму більше ніж 256 випадків зафіксованих щодо порушень прав людини в Криму. І сьогоднішня акція, вона потрібна для того, щоб, по-перше за все, світовій спільноті доводити, що право на життя, заборона катування, право на пересування, свобода думки, свобода волі в окупованому Криму під Росією – це лише на зараз просто слова. Эрвина Ибрагимова похитили ночью 24 мая этого года. Его остановили неизвестные в форме сотрудников ДПС. Пытались усадить в микроавтобус. Эрвин хотел убежать, но его поймали и закинули в машину. Камеры зафиксировали, она уехала в сторону Бахчисарайского водохранилища. Сегодня идет продолжение геноцида. И сегодня они вырывают из наших рядов не просто молодых людей, а именно перспективных молодых людей, которые имеют образование, которые любят свою нацию, которые являются передовым авангардом своего народа. Сегодня каждого крымского татарина коснулась эта беда, и практически нет ни одной семьи, которая бы не была сопричастна. Это наши друзья, это наши братья, это наши родственники. Поэтому Эрвин – это некое лицо, которое олицетворяет всех людей, которые находятся за решеткой, те, кто пропали, и те, кто уже убиты. Участники пикета потребовали от Российской Федерации найти всех пропавших без вести, от властей Украины открыть уголовные производства и собранные материалы передать в Европейский суд по правам человека. Из российского посольства к пикетчикам никто не вышел. Само здание словно в осаде, наглухо закрытые окна и ограждения по периметру. К нему активисты прикрепили плакаты, чтобы постоянно напоминали об Эрвине российским дипломатам. Роман Спиридонов, Дмитрий Ким, Заман, АТР.